Сейчас мы молоды. Здорово ощущать в себе избыток сил и уверенности. Но рано или поздно люди стареют. А проблемы, с которыми могут столкнуться пожилые люди на улице, к сожалению, никто не отменял. В нашем случае мы делаем еще одно исключение и даем возможность Андрею Рановичу рассказать о том, как вести себя в сложной ситуации на улице не молодым, а пожилым людям. И не забывайте, старость нужно уважать. Салют, с вами снова программа «Салат Дефанс», уроки выживания на улицах, и я ее постоянный ведущий Андрей Ранович. В последнее время на наше кабельное телевидение стали поступать звонки от пожилых людей с просьбами рассказать, какими же способами они смогут защититься от возможных нападений на улице. В «Салате» есть такой раздел, как «Ляка», трость. Сегодня мы расскажем вам, как с помощью такой трости, которая зачастую используется пожилыми людьми, можно защититься от возможного нападения. Трость, продуктовая сумка, зонтик. Все можно использовать в качестве средств самообороны. Главное не растеряться. Лучше, чтобы все ваши действия сопровождались криками, призывами о помощи. Это, в свою очередь, также обескуражит противника и привлечет внимание окружающих. Используйте все возможные шансы. Помните, других просто может уже не оказаться. Ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Горизонтальный мулинет. Вертикальный мулинет. Тычок палкой. Выпад. Все атакующие действия выполняются по болевым точкам. Защитные действия. Трость – это прежде всего хорошая возможность оставаться на дистанции. Дорогие пенсионеры, не теряйтесь, если на вас нападут. Умейте защитить себя. С вами была программа «Салат Дефанс», уроки выживания на улице. Салют!